Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы остановились там, где я говорил Зама. Это северная часть Медии. Медия стала преемником Гутии, гутийские племена, загорские племена. Вот, поэтому я позволю себе продолжить. Зама – это, конечно, как я объяснял, северная часть, но южная называлась Мазамой. Со временем обе территории обозначены как Манна, то есть они объединились. В районе Сахне упоминается племя Сепарменов, говорит, которые лепечут, как женщины, писклявым голосом. Совершенно другой язык пишет Геродот. Ну и Дьяконов объясняет. Сепермены делают изделия из бронзы и меди. С 9 века до нашей эры страна Зама уже изнутри стала называться Манной. Из надписи узнаем, что в 862 году до нашей ассирийцы претендовали даже на господство Элипе, это около Керменшаха, современный, значит, Иран. Хархар, Ария Дьюзаш, север от Хамадана, Месса. Даже напомню, Месса это Андия уже. В стране Медьян во всей Гизельбунде, Манне, Персуа, Алабры, верховьях Малого Заба, от Дадена, вплоть до Андии и Каспийского моря, Гиркаш, то есть Гирканское море называлось. В одно время Андихи, в другое время Гирканхи. Сарган тоже часто упоминает в своих сводках Гизелбундов, как Кюптиркаш, Кипшей, вождем который был Батану. Надо понимать, что богом неба являлся Ану. Но тут ясно, Бет, лицо бога Ану. В сводках Кипси Шахар, его родовое имя называлось Керкерия Хундовой. Однако в Медийском племенном союзе были и могучие племена, которые ассирийцы не смели трогать даже и напоминать. Горная часть Кавказа от Урартов до Колхида Геродот отвечает как Сапарда, Сапиры, Сайспиры, а Ксенофон – Гаспариты. Акации кибрийцев называли в свое время Умман-Мандей, Умма – Верховный Совет. На арабских, современном языке это Умма, Мандей, племена или войско Мандей. Умма – Верховный Совет вождей. Манны, куда входили множество великих и могучих племен Матианов, то есть посессию, которая называлась Нохч-Матиане. Геродот говорит, что все земли вокруг Урмии озера Иванов, Кручитель и Спардов называется, вот послушайте, Геродот говорит, это 5 век до нашей эры, что все земли вокруг Урмии, озеро Вана, включая и Спардов, то есть горная часть Кавказа, называется Матианами, то есть Нохч-Матианами. Страбон говорит, от Колхиды до Медии 1 день пути. С ним согласен и даже пленный секунд. Представьте себе, какие территории были. Если от Персидского залива, государство, которое несколько включало в себя общее название Адамудине, это и Дьяконов отмечает, то надо представить себе от Персидского залива, Эритрейское море, да, и до Колхиды было более 300 племен, которые ассирийцы называют царство, царями, каждого вождя. Например, схожие, вот, например, что вот перевел, я сейчас вкратце остановлюсь и закончим, минуты сейчас полтора, то, что перевел с древнемедийского, хуритского Михаил Дьяконов. Вот смотрите, очень схоже на современный чеченский язык. Мажде. Прямо написано на все. Мажде. Мудрый старец. Вези. Тяжелый. Вот смотрите. Масса. Масса. Сколько? Масса. Быстро. Вот смотрите. Дай. Отцы. Ишта. Так. Хиша ита. Вот интересно, что хиша иты дошли до воды. Хичеду по современным.
Хишка, залитая водой земля. А вот что интересно, оказывается, древние хуриты верблюда называли Иша. А от того как-то пошло Иша, Ишак уже совсем другое животное. Вот. Аршан, мужчина. Каркаш, еще то древнее время называли коршунов. Каркаш. Мы даже сегодня не знаем даже это название. Нах, друг. Нанаманаш, часть, мать маннея. Барз, высокий холм. А вот что интересно, маста, опьяненный. Дасой, это уже чужой враждебный. Дасой, они же античные кадусы, эвдосы, которые уходили в кисийские племена. Тахма, выносливый, крепкий. Мы сегодня тоже говорим Ахайлову. Дальше. Арште, оказывается, копье. Бантеи, хорошего рода. Сара, голова. Терса, боится, учуял что-то. Терси Алаша, конь заржал, почуял что-то неладное. Зайна, оружие. Ваха анвахара, умеющий жить, переселившись. И самое главное, зикр. Зикр, светлый, чистый, блестящий. Даже на языке шихрадцев, вот это все, и дайлайцев, Гордолова, герой, богатырь сильный. Бита, оставь, гулло, собрать много и так далее. Подобные переводы мы можем встретить у многих переводчиков, даже у Меликашвили, Дьяконов и так далее. Спасибо за внимание.